точно не помню, как там у братьев Гримм начиналось. В моем случае так. Ну, ты все сделал, как я велела? Все, да, сделал. Все. Отвел в дремучий лес, да. И тебе ее не жалко? Нет, ну, то есть, да, разумеется, ваша же дочь. Не родная? Вот именно не родная. Ну, вы приказали, я сделал. Ну все, иди, надоел. И никому об этом ни слова. Да-да. Чары, мары, черный цвет, что прошло, того уж нет. Ну что значит пропала? Девочка не фарфоровая чашка. Как она может пропасть? Да, действительно. Ну найдется. Принц приедет, и невеста найдется. Найдется? О, разумеется, непременно. Да. Вот и кого я тут теперь встречу? Волка зубастого или медведя косматого? Слушайте, объявляется охота на разбойника кто-то! Кто поймает этого кто-то, тот получит кружку компота. Все, что близко и далеко, все, что низко и высоко, в небесах и в глубине, все должно открыться мне. А ужасно то, что принц не знает, куда пропала его невеста и где ее искать. Вот. Белоснежка, Да. ты на самом деле хочешь, чтобы тебя принц нашел? Ну, конечно, мечтатель. Я ведь так давно его люблю. Ну, тогда... Тогда мы найдем этого принца. Я не позволю им поступать по-своему. Я превращусь в волчицу. Я острыми зубами разорву всех, кто не хочет мне подчиниться. Чары, мары. Неожиданно в дом врывается свирепая волчица. Гномы в ужасе разбегаются с криками. В комнате остаются только принц и Плакса, который храбро хватает ружье. Плакс у нас всех спас! Главное! Верно! Плакса спас Белоснежку! Ну какой же он плакс? Разве вы не видите, что он самый настоящий весельчак? Он еще и самый настоящий храбрец.